Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Инвестиционная привлекательность регионов, развитие бизнеса и выгодные для страны проекты. В одних субъектах федерации ничего не делают для развития бизнеса, а в других создают условия для предпринимательской инициативы. Эти и другие вопросы глава государства обсудил на заседании Госсовета. Забота, ставшая привычной. Подопечные геронтологического центра получили новогодние подарки от президента регионального фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Праздник в рабочие будни. Хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, удачи. В России отмечают День спасателя. В Москве под председательством Владимира Путина прошло итоговое заседание Госсовета. В нем принял участие и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Основная тема – инвестклимат страны. Президент озвучил меры, которые необходимы для создания благоприятных условий для иностранных капиталов, а также внутренних вложений. В первую очередь это взаимодействие властей и бизнеса. Инвестор приходит туда, где созданы условия и идут навстречу в решении конкретных проблем, таких как сроки оформления и выделения земельных участков под строительство. Также Путин выступил против участия правоохранительных органов в споре хозяйствующих субъектов. И потому глава государства считает, что в первую очередь инвестиционная привлекательность регионов зависит от личной порядочности глав субъектов. В одних субъектах федерации ничего не делают для развития бизнеса, а еще хуже разрушают деловую среду, а в других создают условия для предпринимательской инициативы. Хочу прямо сказать, выбор вектора развития всегда остается за руководителем региона. Его роль безо всякого преувеличения является определяющей. Личная порядочность губернатора – важнейшая составляющая регионального инвестиционного климата. Так же, как его способность заставить подчиненных обеспечивать честную конкуренцию. Губернатор должен сам находить время для личного общения с инвесторами, а в случае необходимости назначать ответственного из числа своих заместителей за сопровождение конкретных проектов. Такая практика работает. Помимо мер, предусматривающих улучшение инвестклимата, обсудили и закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей. Путин отметил, что готов его принять в окончательном виде, подчеркнув при этом, что есть много стран, где уровень жизни не лучше, чем в России, но тем не менее детей никуда не отдают. Более того, такой пример, по словам президента, есть и в нашей стране – Чеченская Республика. У нас есть и достойные примеры в нашей стране, на Кавказе, например. Ну вот возьмем ту же Чечню, прошедшую через период тяжелых испытаний в самое последнее время. И людей там много погибло, и других трагедий было много. Там же нет практически ни одного брошенного ребенка, даже оставшегося без родителей. Родственники всех забирают в семьи. Это то, на что мы должны были бы обратить внимание. 10 лет, именно столько времени прошло со дня теракта на территории правительства Чечни. 27 декабря 2002 года в дневное время два грузовика, начиненных тротилом, протаранили ворота ограды и взорвались рядом со зданием. В результате взрыва погибло 79 человек, более 200 получили ранения различной степени. На территории административного комплекса главы и правительства Чеченской Республики звучали слова дуа, здесь же состоялось и возложение цветов. Отдать дань памяти погибшим собрались коллеги и друзья, родственники и те, кто оказался в тот день на территории Дома правительства. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет очень серьезное внимание, тем, кто погиб на этой территории, и в отношении тех, кто был ранен в эти трагические дни. Мы не забываем тех, кто действительно, выполняя служебные задачи на этой территории, честно и добросовестно выполняли свои задачи, погибли на этой территории. До сих пор люди, которые пострадали, не вылечились душевно, телесно. Мы все это помним, мы это никогда не забудем. И дай Бог, чтобы мирное небо всегда сияло над Чеченской Республикой.
Стоит отметить, что глава республики уделяет внимание семьям погибших и тем, кто оказался в день теракта на территории Дома правительства. Рамзан Кадыров не раз оказывал и материальную помощь, встречался с родственниками жертв преступления и тех, кто оказался очевидцем кощунственного теракта. Глава республики Рамзан Кадыров обратился к родственникам погибших во время теракта в Доме правительства. Цитата. «10 лет назад совершено чудовищное преступление, унесшее жизнь десятков людей. Свыше 200 получили ранения. Многие на всю жизнь остались инвалидами. Это было спланированное жестокое убийство мирных граждан, покушение на мирную жизнь республики. Бандиты попытались запугать народ, но их планы сорвались. Общество ответило народным презрением к тем, кто организовал его и совершил. Все причастные к преступлению были осуждены и уничтожены. Ахмад Хаджи Кадыров лично контролировал оказание помощи раненым. Они были сразу отправлены в больницы Северного Кавказа и Москвы. Он пристально следил за состоянием пациентов. Я хочу поблагодарить всех пострадавших в ходе теракта госслужащих, которые сразу же после выздоровления продолжили работу. Многие по сей день трудятся в правительстве. Пусть пребудет милость Всевышнего с теми, кто погиб в этот трагический день». Конец цитаты. Реализуется поручение главы республики о необходимости привлечения инвестиций в регион. При содействии Департамента внешних связей на территории 12-го участка столицы завершается строительство масштабного комплекса, в который вовлечены инвесторы из Кемеровской области. О всех деталях проекта, включающего в себя сразу несколько объектов, Ясмина Гацаева. Инвесторы из Кузбасса присоединились к масштабной реконструкции 12-го участка столицы. Здесь строятся ясли на 100 мест, детская площадка, магазин и медпункт. Рядом возводят отапливаемый склад евростандартов площадью 5000 квадратных метров. Финансирование всех работ – результат переговоров представителя главы республики в Кемеровской области с кузбасскими инвесторами. Инвестиции, они пришли с Кузбасса. На сегодняшний день здесь будут созданы рабочие места. Вот стоят рабочие люди. Около 60 рабочих мест им создано. Сегодня их дети получают зарплаты, деньги, они радуются. Когда объект он запустится, здесь будет создано около 100 рабочих мест вместе с детским садиком. И мы должны все со своей стороны стараться делать, помогать и выполнять все указания нашего главы Чеченской Республики. То есть быть одной единой командой под его руководством. Тамара Магомаева проживала на 12-м участке с 1968 года. Старое жилье было разрушено во время 2 военных кампаний. Сейчас она воспитывает 4 детей-сирот и ухаживает за престарелой матерью-инвалидом. Тамара также получила в подарок новый дом от инвесторов Кемеровской области. Первую благодарность хочу выразить вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы делаете, даже на 12-м участке. Низкий вам поклон. Да, у нас дома сейчас комфортно, есть теплая, холодная вода, все условия. Мы очень довольны, что мы живем хорошо. Рядом завершаются отделочные работы и во 2-м доме для другой семьи детей-сирот. Департамент внешних связей главы и правительства республики форсирует свои связи с регионами России для привлечения серьезных инвестиций. Работа ведется активно, и она будет вести очень успешно. Отзываются инвесторы? Отзываются, инвесторы отзываются, и все строится на личном авторитете главы Чеченской Республики. Окончание всех монтажно-отделочных работ комплекса кемеровских инвесторов планируется до конца 2013 года. Ясмина Гацаева, Адлан Дудаев, Муслим Пицаев. Новости. Новогодние подарки от Аймани Кадыровой получил геронтологический центр. Одежда и продукты от чистого сердца. Жильцы и работники центра благодарны региональному фонду, который постоянно заботится о них. Радость подопечных центра запечатлила Фатима Магомшерипова. Чтобы занести подарки, выходит не только персонал геронтологического центра, но и подопечные. Они как будто соревнуются, у кого больше пакетов. А их действительно хватит на всех. Чтобы встретить желанных гостей, в актовом зале уже собрались все пациенты геронтологического центра. К Новому году новые подарки от Аймани Кадыровой. Вот эти курточки для наших мужчин, мы их вам сейчас будем прям по размеру, мы забрали все размеры ваши, и размеры обуви, и размеры одежды. То есть каждая вещь куплена с любовью, куплена для того, чтобы она вам понравилась, куплена для того, чтобы она вам подошла, чтобы вам в ней было хорошо, тепло и уютно. Теперь все проживающие здесь смогут встретить Новый год в новой теплой одежде. Куртки, свитера, платья, обувь – это еще далеко не все. Для женщин, для мужчин каждый завернут отдельный пакет, украшен лентой. От количества подарков тут и шагу ступить некуда. Не успели их и раздать, как виновники торжества принялись примерять обновку. За такой праздник пациенты центра только и успевают говорить слова благодарности.
مسانا دعكة شون مسارة بركبو هون دير يسخول دار صاغير أعمال إتنيو هم أعمال إتن هم أو بيزم ليلا يون إتيوشن دائما خد على أتنتون да, дух я говорю, Аймане. Аймане, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья, радости, успеха во всем. Желаю всех благ на земле, добрых и хороших. А главное вам желаю здоровья. В центре проживают более 100 человек. Им каждый раз по поводу и без повода оказывают огромное внимание со стороны властей. Лишь мизерная часть благотворительных акций от президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевны освещается на телевидении. Это лишь малая толика теплых слов, которые звучат в ее адрес. То, что происходит сейчас в нашем центре, подобно сказке, которой, наверное, нет от полюса до полюса на нашей земле. То внимание, заботу, улыбки, праздники, все мы получаем от Аймани. Аймани от всего коллектива, от всего персонала, от всех опекаемых, да, наверное, от всех людей, которые знают, что здесь происходит. Низкий поклон. Подарки сегодня давали не только гости. Директор центра решила от своих подопечных поблагодарить людей, благодаря которым у них есть возможность жить в таких условиях, не нуждаясь ни в чем. Приготовили для нашей Аймани подарок. Вот здесь вот такие духи. Вот смотрите. Тоже привезенные из Франции. И вот такие конфеты, натуральный бельгийский шоколад. Я думаю, что она обрадуется. Благодарили сегодня не только за подарки и устроенный праздник. Собравшиеся решили поздравить Аймани Несиевну с Новым годом. Все ждут от этого праздника чего-то особенного. А кто-то этот праздник использует как возможность оказать благотворительную помощь тем, кто в этом нуждается. Аймани их ангел-хранитель, Аймани их мать, Аймани их сестра, Аймани их добрая душа, которая всегда во все праздники помнит о них и всегда дарит им подарки. Аймани Кадырова позаботилась не только о внешнем виде проживающих в центре, но и о новогоднем столе. Фрукты, соки, сладости, все необходимые продукты ящиками занесены в здание. Теперь у пациентов геронтологического центра будет богатое меню, а у персонала возможность приготовить для них любые блюда. Фатима Магомшарипова, Гайд Малсаев и Рустам Саламов. Новости. По всей республике в эти дни проходят новогодние мероприятия. Самых маленьких грозненцев с наступающим поздравил мэр столицы. Ислам Кадыров посетил несколько учреждений. Высокий гость прибыл не с пустыми руками. На новогодний утренник в дом ребенка номер 2 Старопромысловского района приехали высокие гости. Детишек с подарками посетил мэр города Грозный Ислам Кадыров и префекты районов. В первую очередь градоначальник отметил тяжелый труд воспитателей и врачей психоневрологического центра. Здесь живут и учатся 87 детей с различными врожденными и приобретенными патологиями нервной системы. ليه أتوزع معزوم كمان زاك حيجوز موكشلوش شيء بيتكبدت موكشلوش بيش سادي في دعوة عشلوش هذا شيء خدش بعدين ده موكشلوش كابوش توصلوا موكشلوش صبيرة شيء دوشنا موكشلوش ولا دوشنا ها زاك حوشلوش شو برايكن شنديريسو. Не остались без внимания мэра и воспитатели. 10 наиболее отличившихся педагогов получили цветы и денежные поощрения. Многие из них заменили детям родителей. Благодаря самоотверженному труду воспитателей многие малыши могут уже самостоятельно передвигаться и участвовать в общественной жизни центра. Мы очень рады, что сегодня к нам приехал наш мэр города Ислам Бахаевич. Мы очень рады, что он нашел время для наших больных детишек. И мы от всего сердца с огромной благодарностью выражаем огромную благодарность, что к нам приехал, что принес подарки. Награды за старания малышей не заставили себя ждать долго. Каждый из них получил подарок от мэра из рук воспитателей. Большие коробки с игрушками и сладостями добавили ребятам радости и новогоднего настроения. Подарок есть? Хозяин подарок? Хозяин? Uyutu çuval. Çuval. Bak çuval. Bak bir. İyi de sayıyorlar.
Также по поручению градоначальника города праздник пришел и в республиканскую школу-интернат. Здесь учащимся подарки привезли сотрудники аппарата мэрии, который от имени главы республики Рамзана Кадырова и от имени мэра поздравил педагогический коллектив и детей с наступающим Новым годом. Алгазур Керимов, Ага Кантаев при поддержке пресс-службы мэрии города Грозный. Новости. Хорошее настроение и не только. Новогодний праздник для шалинских детей устроили власти района. Во Дворце культуры собрались и ребятишки со всех сел муниципалитета. Одной концертной программой не ограничились. О всех сюрпризах вечера Зайнаб Умалатова. Елку зажигать этот Дед Мороз не стал, а начал сразу раздавать подарки детям. А их в актовом зале Дворца культуры города Шали собралось немало. Более 300 жителей муниципалитета окунулись в новогоднюю атмосферу, а главный гость праздника открыл зрителям свое лицо. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Гости съехались со всех населенных пунктов района. Это семьи погибших сотрудников, сироты и дети с ограниченными возможностями. Для них это возможность почувствовать волшебство наступающего года. Зал переполнен, мест для всех желающих не хватило, но хорошее настроение досталось каждому. На сцене выступали дети школы искусств Шалинского района. Также гости из Грозненского центра народного творчества порадовали концертной программой. Без подарка и хорошего настроения не ушел никто. Зайнаб Умалатова, Стамир Хаджиев, Джамиль Ахмадов. Новости. Порадовал Дед Мороз Шалинского района и воспитанников социально-реабилитационного центра. Все 94 ребенка, а также работники учреждения получили новогодние подарки. Дети рассказали стихи и исполнили песни для главы администрации муниципалитета. Новый год отмечали воспитанники психоневрологического дома номер 2. Поздравить детей приехали представители Чечен-Газпрома, которые на протяжении 8 лет помогают детям всем необходимым. Они привезли с собой не только подарки, но и новогодние костюмы. Детей с наступающим поздравил и министр по делам молодежи Хошбау Дедаев. Он пожелал им счастья и здоровья. В свою очередь ребятишки показали гостям творческие способности. Вот уже на протяжении 8 лет наш генеральный директор Лум Али Вахидович Баймурадов оказывает благотворительную помощь Дому ребенка номер 2. Вот и сейчас, в преддверии Нового года, мы привезли нашим детям много новогодних подарков. Карнавальные костюмы, подарили им видеокамеру. Мы очень надеемся, что все эти подарки поднимут им чуточку настроения и добавят немножко здоровья. Интернациональный праздник. Маленькие представители всех народов, проживающих в республике, на свою елку пригласили сотрудники Министерства по национальной политике, печати и информации. Как рассказывает Алевтина Банадыкова, елка получилась по-настоящему национальной. Маленьких гостей из разных уголков республики сегодня встречали взрослые. На крыльце Министерства по национальной политике, печати и информации Дед Мороз со Снегурочкой и министр Мурат Тагиев приветствовали детей разных национальностей. Здесь было все как в сказке. Все самое интересное оказалось впереди. Станица Наурская, Шелковской район, Натеречный, Грозненский. К встрече подготовились не только взрослые, но и сами виновники торжества. В национальных костюмах они приехали рано утром, чтобы себя и других порадовать подарками, подготовленными заранее стихами и песнями. Взрослые тоже в долгу не остались. Спасибо большое за то, что вы участвуете в этом представлении, поддерживаете наших героев, отвечаете на вопросы Деда Мороза. Вы молодцы. Я вас сегодня поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем вам, тем, кто уже входит в школу, хороших оценок, много сладостей на Новый год. По-настоящему яркое новогоднее шоу. Здесь и детям, и взрослым не давали соскучиться сказочные персонажи. Всеми любимые и известные. Шрек, Фиона, Панда и разбойники. Как всегда, добро противостоит злу. В непримиримой борьбе помогают сами дети. В новогоднее волшебство сегодня можно было поверить. Сотрудники министерства сделали все возможное, чтобы дети хоть на миг окунулись в сказку.
В Доме печати прошла поистине национальная елка. Дети из разных уголков республики сегодня посмотрели увлекательное шоу и получили подарки. Сотрудники Министерства по национальной политике, печати и информации преподнесли малышам вкусные сувениры. Подарки достались не только малышам, но и взрослым. Например, нашей съемочной группе. И уже после представления вместе с любимыми персонажами дети водили хоровод вокруг елки, пушистой и нарядной. Настроение подняли и подарки, которые вручили всем детям. Они сказали организаторам свое спасибо стихами и песнями. В небе над лесной опушкой свечи яркие зажглись. Месяц с елочной игрушкой в синем воздухе повис. Дело было в январе, стояла елка на голе, а возле этой елки бродили злые волки. Тихо ель качается, старый год кончается. Хорошо в лесу зимой, лес украшен бахромой. Не только сладкие, но и умные подарки библиотекам районов передали художественную литературу. Ее собирали сами сотрудники министерства и телерадиокомпании «Грозный». Детский смех и улыбки озаряли сегодня Дом печати на протяжении всего дня. Одна елка сменялась другой. Уже в полдень она прошла и для детей сотрудников самого министерства. Левтина Бонадыкова, Адам Ацаев, Зураб Дутаев и Джамлел Хаджалиев. Новости. А сейчас коротко о других событиях в рубрике «Экспресс-новости». Первое заседание правления Совета муниципальных образований Чеченской Республики прошло в стенах Совета депутатов Грозного. На встрече с главами муниципалитетов председателем был утвержден план работы на 2013 год. Приоритетными Заур Хизриев назвал такие направления, как мониторинг эффективности органов местного самоуправления, взаимодействие с общественными организациями, реализация совместных программ, способствующих развитию муниципальных образований и тесное сотрудничество с исполнительной властью. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и мэра Грозного префект Ленинского района Асламбек Бетимиров раздал подарки сиротам района. Их получили более 90 детей. Также для них была организована концертная программа. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области прав человека и информационной политики подписано между сотрудниками Уполномоченного по правам человека и министром по национальной политике, печати и информации. Деятельность СМИ часто перекликается с УПЧ, потому что обе стороны стоят на защите прав общества. Здесь же представители СМИ были награждены за высокий вклад в защиту прав человека и освещение правозащитной тематики. Сотрудники наркоконтроля задержали жителей Грозного, у которых при себе обнаружен героин. Это Саид Хусейн Ахмадханов и Рамзан Байсангуров. По предварительным показаниям задержанные хотели использовать героин для личного употребления. 49-летний мужчина задержан в Грозном по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. Оперативно-профилактические мероприятия были проведены сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции и отделения уголовного розыска отдела номер 1 Управления МВД России по городу. Также благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска ОМОНа и специального отряда быстрого реагирования «Терек» в Грозном задержали 4 молодых людей. Все они жители Старой Сунжи. В ходе проверки у молодых людей изъято большое количество сильнодействующих препаратов. Представители региональной общественной организации «Женский ресурсный центр Ларом» посетил УФСИН России по Чеченской Республике. Они привезли подарки в преддверии наступающего 2013 года для подследственных и осужденных женщин, отбывающих наказание. Творческий подход к жизни и к профессии. В Грозном чествовали преподавателей школы искусств и одаренных детей. Отличившимся вручили гранты мэра столицы. Торжественная церемония прошла в Доме культуры имени Щитыдзе Султанова. С творческими людьми пообщалась Санята Тутаева. Фойе многолюдное, и зал понемножку начинает наполняться. Поддержать в этот день своего преподавателя пришла и юная воспитанница. Раиса Сулейманова не раз награждена грамотами. Она прививает детям любовь к национальной культуре. Для меня чеченская культура – это суть чеченской нации. В зале полумрак. Церемония награждения обладателей гранта мэра Грозного начинается с национальных мотивов, танца и видеоэкскурса в недавнее прошлое. И вот он, торжественный момент вручения гранта. Чествуют тех, кто отличился творческим подходом и преданностью своей профессии. Среди них и наша героиня, преподаватель национальной культуры школы искусств номер 2. Не по годам развитые, говорят про них. Одаренные дети, именно они один за другим сменяются на сцене. Национальная культура и искусство, как стержень этноса, необходимо чтить и придерживаться ментальной особенности и адатов, говорят присутствующие. Именно национальное «я» позволит сохранить присущую чеченцам самобытность.
культура целовать, спорт целовать, образование целовать. Ой, просто подмышкаду существовать лишь. كتعلم بيدنا شينا وجنا أنا وج. إن ديش حالات وبتشحرنا ما درس. حيوكتو وين ديش تغنى وستل يشو تبيش كلتورنا يشو بيش نقولشو درسوا تنا культура. Подъем и рассвет чеченской культуры начался по инициативе первого президента Ахмадхаджи Кадырова. Его сын и преемник Рамзан Кадыров, ревнитель всего национального, одним из приоритетных направлений обозначил духовно-нравственное и культурное развитие. Рамзан Ахматович Шидас более массу сферы деятельности жизни в республике. И вот на Подмостка подопечные департамента культуры мэрии столицы. Задорная лезгинка и национальные мотивы. Молодые таланты сделали вечер еще праздничнее. Санита Тутаева, Халид Мавсаев, Ислам Бакаров. Новости. Совет депутатов Грозного подвел итоги за год. На последнее заседание в уходящем году было вынесено 16 вопросов. В частности, это проект решения об утверждении бюджета Грозного на 2013 год. Здесь сообщили, что главный финансовый документ города составил около 3 миллиардов 880 миллионов рублей. Адам Ибрагимов также отметил, что зарплата муниципальных служащих с 1 октября 2013 года будет повышена. План социально-экономического развития вызвал к себе не меньше интерес. На такие программы, как образование, здравоохранение, культура, спорт, жилищный фонд, торговля и сфера услуг будет выделено около 3 миллиардов рублей. Также депутатами был рассмотрен и принят проект положения о сдаче в аренду объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и проект решения о наименовании улиц на 12-м участке в честь погибших сотрудников. Говоря о проделанной работе, глава города Заур Хизриев подчеркнул, что этот год был для Совета успешным. МЧС подводит итоги профилактической деятельности в преддверии новогодних праздников. Речь идет о раздаче инструкций по применению пиротехники, а также безопасного проведения массовых мероприятий. Работа велась с ноября в школах, детских садах, в общем, везде, где проходят новогодние елки. Были обнаружены и нарушения. Виновные уже предупреждены, ошибки исправлены. Нами проведена за это 2 месяца полностью работа по устранению нарушений, и в данный момент все объекты соответствуют требованиям пожарной безопасности и готовы к новогодним праздникам. А сейчас вашему вниманию представляем нашу постоянную рубрику «Часовой». С новостями в стране и в мире вас ознакомит Элина Дадаева. Полиция Лос-Анджелеса предложила горожанам обменять оружие на подарочные карты, передает Рейтер. Таким образом, мэр города Антонио Вильярайгоса решил провести кампанию по борьбе с криминалом. Офицеры полиции 26 декабря раздавали подарочные карты на $200 за автоматическое оружие, а также карты номиналом $100 за пистолет, винтовку или дробовик. Сдавшие оружие могли не называть свои имена. По данным The Los Angeles Times, в акции приняли участие 1000 горожан. Подобные мероприятия проходят в Лос-Анджелесе с 2009 года. На этой неделе в Госдуме будет объявлено создание межфракционной рабочей группы по противодействию лоббистам табачного и алкогольного рынков. Как рассказал известиям депутат от ЛДПР Дмитрий Носов, идея возникла во время обсуждения антитабачного закона. По его словам, в рабочей группе уже выразили желание вступить и 9 депутатов из разных фракций. Парламентарий уверяет, что многие законопроекты не только внесены депутатами Госдумы, но и инициированные правительством и президентом. В будущем межфракционная группа намерена влиять на рассмотрение и других социально значимых законопроектов. Как уверяет депутат, в Нижней Палате еще много социально значимых проектов, которые напрямую идут в противоречие с интересами огромных транснациональных корпораций, а в отдельных случаях и организованных преступных сообществ, обладающих колоссальными финансовыми ресурсами и лоббистскими возможностями. Речь идет о торговцах табаком, алкоголем, наркотиками и оружием.
В распоряжение Минобороны передан эксклюзивный вертолет Ми-8 АМТШ-1. Машина совмещает в себе признаки боевой и гражданской авиации благодаря комплексам вооружений и радиоэлектронной борьбы, а также вип-салону с кожаной мебелью. В главкомате ВВС «Известиям» сообщили, что эксклюзивный вертолет заказал еще Анатолий Сердюков для поездок по воинским частям, в том числе в горячих точках. Чтобы министры не смогли сбить переносными зенитными ракетными комплексами, вертолет оборудован противоракетной системой, ослепляющей головку самонаведения таких ракет. Но машина оказалась готова только после отставки Сердюкова, поэтому летать на ней будет новый министр Сергей Шойгу. Сильнейший взрыв произошел на складе пиротехники в Нигерии. Последовавший за ним пожар охватил несколько зданий, в том числе жилых домов. Как сообщил представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрахим Фаринлоев, инцидент произошел в густонаселенном районе. От взрыва и пожара пострадали около 40 человек, из них как минимум 1 погиб. Повреждены 10 соседних со складом зданий. Люди в панике выбрасывались из окон горящих домов. Серьезно пострадали те, в кого непосредственно попадали горящие петарды и ракеты. Пламя удалось погасить только ближе к ночи. На месте происшествия работают спасатели. Это была рубрика «Часовой». На страже событий стояла Элина Дадаева. «Газпром», мечты жителей сел Итум-Калинского района сбылись. Сразу 3 населенных пункта газифицированы. Все это время сельчанам Гухой, Кокодой и Ушкалой приходилось топить печь дровами, что не очень удобно, да и не всегда эффективно. Чтобы довести голубое топливо от райцентра до 3 сел, понадобилось 29 километров труб. Работы осложнялись особенностями горного рельефа. Но, как убедился Ахмед Джабраилов, это того стоило. Я нахожусь в горной части Чеченской Республики, в Итум-Калинском районе, в горах Гухой. Если отсюда хорошенько приглядеться, вон там вот у подножия горы видно село. Сейчас мы спустимся и посмотрим, как оно называется. Населенный пункт Гухой. Здесь проживает более 700 человек. Село расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. Климатические условия довольно суровые. Зато жить теперь стало проще. В связи с проведением газа в Гухой, Кокодой и Ушкалой. Как признаются местные жители, очень тяжело было достать дрова, а купить не каждому удавалось. Ица еждом дочь, ицлер мусухена, халдоркор, церн, чушидерш, дешточ, худ, ша ецмилдагаш санат хопарастух. Раньше отапливалась всего одна комната. Месяца 2 уходила лишь на заготовку дров. Луиза Берснукаева делится. О таком повороте в жизни они даже и не мечтали. Дом еще пока не достроен у нас, но тепло уже поступает, батареи уже как бы горячие, вы сами можете потрогать, уже видно тут. Надо отметить, огромную работу провели и газовики, когда проводили газ в данные населенные пункты. Одних лишь труб было использовано 29 километров, диаметр каждой 250 миллиметров. Разводка тоже сделана. Кроме этого, местная власть даже подключила к дому все малоимущие семьи. Цун машин дечк мах итбаатим соудон халбелы дан пенсиях виште ачсаган гуттур дон yok проблем yol шундар is инзе адам дон и газ чуахилер бахандолш паргат дейла. Как никогда, кстати, отопление в зимний период. Как мы знаем, холода в последнее время заметно усилились, и появление газа в горах, можно сказать, разделило жизнь на до и после. Теперь горцам из Итум-Калинского района не придется идти за дровами в лес. Об их уюте и тепле в доме позаботился глава республики Рамзан Кадыров. Ахмед Джабраилов, Муслим Пицаев, Рустам Саламов. Новости. 27 декабря спасатели России традиционно отмечают свой профессиональный праздник. Никаких пышных мероприятий. Чествование спасателей проходит на рабочем месте, так как профессия обязывает быть всегда начеку. Слово Магомеду Изидову. Поисково-спасательная служба – отдельная структура даже в системе МЧС. И в профессиональный праздник эти молодые люди вынуждены тренировать свои навыки. Именно в этой службе закаляет свои умения спасатель-водолаз Рамзан Мударов. За 8 лет работы он участвовал в десятках спасательных операций. А самая запомнившаяся из них проходила не в воде, а в селе Майртуб, в огороде у одного из жителей.
Самые удачливые, самые такие спасательные работы, которые проводились с положительным результатом, это можно сказать в селении Майртуб, когда 2,5-годовалый ребенок упал, скажем, не в колодец, а в яму в диаметре 25-30 сантиметров, и спасателями были проведены спасательные работы по извлечению этого ребенка, и сегодня мы встречались с ним, он жив-здоров. Конечно, праздновали день и в МЧС, но прежде здесь службе наградили отличившихся спасательными ножами. Их можно использовать только для того, чтобы помочь людям. Лучшая бригада получила и переходящий кубок, ну а затем состоялась обширная торжественная программа уже в управлении МЧС. Проведена большая работа по налаживанию как взаимодействия между органами исполнительной власти, по реагированию на те или иные угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. На этом фронте нами сделано немало и предстоит сделать, если не больше, то, наверное, столько же. День спасателя учрежден в России в 1995 году. Дата 27 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день сформированы первые структуры, занимающиеся чрезвычайными ситуациями. На такой большой праздник для спасателей приехали и гости из МВД, прокуратуры, ФСБ и других правоохранительных органов. От всего личного состава Министерства внутренних дел по Чеченской Республике от себя лично хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, удачи. Ну, пользуясь случаем, также хочется мне вас поздравить с Новым годом, пожелать вам здоровья, удачи, чтобы все, что вами задумано, в Новом году, чтобы все сбылось. На праздничном мероприятии в МЧС также награждали отличившихся сотрудников. Им пришлось провести более 100 спасательных операций и участвовать в ликвидации последствий 2 чрезвычайных ситуаций, в том числе и после наводнения в Курске в этом году. МЧСников отметили нагрудными знаками и почетными грамотами. Магомед Изидов, Ильяс Якубов, Ибрагим Налаев. Новости. В республиканском спортивном клубе «Рамзан» чествовали чемпиона мира по боксу среди юниоров Хусейна Байсангурова, двоюродного брата известного боксера Заурбека Байсангурова. Спортсмена встретил генеральный директор клуба «Рамзан» Абдулазиз Элимбаев. Он передал Хусейну денежную премию от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Бачхан дерез хел ден соватан қида дамла тюлам бокс тачахвала живу yok стимул юинек дамла тюлам ойгахик бо. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Ади Келшу.